Добрый день, уважаемый господин Расулзада, рад нашей новой встрече. Добро пожаловать в Дом правительства Российской Федерации. Прошу вас прежде всего передать самые добрые слова в адрес президента Таджикистана, уважаемого Имамали Шариповича Рахмону, от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я буквально несколько минут назад с ним говорил по телефону, и самые добрые пожелания он высказал в адрес Таджикистана. Таджикистан наш важнейший союзник, стратегический партнер России в Центральной Азии. Наши отношения строятся на взаимной дружбе, исторической дружбе, взаимном уважении наших братских народов. В ходе визита президента Таджикистана Имамали Шариповича Рахмона в Россию в марте месяце были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии российско-таджикистанского сотрудничества. Задача наших правительств – четко исполнить договоренности руководителей, которые приняли эти решения на высшем уровне. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. В январе-феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% и составил 23 миллиарда рублей. Активную работу ведет наша межправкомиссия со стороны Таджикистана, уважаемый господин Расулзада, вы ее возглавляете, с нашей стороны Марат Шакиржанович Хуснуллин. Естественно, мы с вами также находимся в постоянном контакте. Приоритетное внимание уделяем укреплению межрегионального взаимодействия. Прямые деловые связи с Таджикистаном развивают более 80 субъектов России. Есть очень много перспективных совместных проектов в машиностроении, в энергетике, в добыче полезных ископаемых. Считаем очень важным усилить взаимодействие в области охраны окружающей среды. Мы поддерживаем инициативу Таджикистана по сохранению высокогорных ледников в Евразии. Кстати, в июле месяце будет соответствующая конференция, посвященная вопросам и природопользования, и экологии в Российской Федерации, куда мы вас, уважаемый господин Расулзада, приглашаем. В текущем году Таджикистан председательствует Содружестве независимых государств. Мы поддерживаем приоритеты таджикистанского председательства в Содружестве, готовимся к заседанию Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в июне месяце в Душанбе. Очень важно, мы в мае отметим совместно 80-летие Великой Победы в Отечественной войне. Это общий священный наш праздник. Мы бережно, искренне дорожим памятью о подвиге и фронтовиков, и тружеников тыла. Ну и, конечно, будем передавать и будущим поколениям граждан России и Таджикистана. Уважаемый Кахир Расулзада, у нас большая содержательная повестка. Пожалуйста, с уважением передаю вам слово. Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить вас за приглашение и встречу, а также традиционный гостеприимный и радушный прием. Всестороннее укрепление наших взаимоотношений и расширение в сфере взаимных интересов с Российской Федерацией является приоритетом внешней политики Республики Таджикистан. Благодаря политической воле и искренней дружбе президентов наших стран, многоуважаемых Имамали Рахмона и Владимира Владимировича Путина, сегодня мы можем прийти к решению практически всего спектра имеющихся вопросов и способствовать планомерному развитию нашего двухстороннего сотрудничества. Российская Федерация была и остается основным партнером Таджикистана во внешней торговле. Из года в год наблюдается поступательный рост товарооборота. В прошлом году мы почти приблизились к намеченной цифре 2 миллиарда долларов. За первый квартал текущего года объемы взаимной торговли увеличились почти на 40% по сравнению с данными по прошлого года. Несомненно, этому способствует реализация межправительственной программы экономического сотрудничества до 2027 года. С целью наращивания объема взаимной торговли и в настоящее время сторонами разрабатывается межправительственный план мероприятий до 2030 года. Хорошие перспективы видятся в нашем сотрудничестве в области промышленности. В этом плане хотел бы отметить положительное продвижение в создании текстильного кластера совместно с БТК Групп. Открыли швейные фабрики в городах Душанбе и Хадженте. Прорабатываются вопросы льгот и преференций в дальнейшем. В рамках предварительной договоренности с государственной корпорацией «Росатом» принято решение о проработке вопроса создания Центра ядерной медицины в Республике Таджикистан. Разработана и утверждена дорожная карта между нашими ведомствами и Росатомом о создании данного центра.
Между сторонами заключено соглашение о создании Таджикско-российского индустриального парка. В настоящее время выбрана площадка для создания совместного индустриального парка на территории и на базе завода Таджикстикстильмаш. Это в городе Душанбе, прямо в центре. Я недавно посетил площадку строительства индустриального парка с участием представителей Минпромторга России и Корпорации развития Башкортостана. Мы высоко оцениваем уровень сотрудничества с Россией в гуманитарной сфере. Недавно нашим президентом был дан старт строительству театра имени Маяковского и центра для одаренных детей в столице нашей страны. В Таджикистане успешно функционируют школы с русским языком обучения. Сегодня в рамках проекта «Русский учитель за рубежом» в Таджикистане работает более 120 преподавателей. Они направляются преимущественно в школы отдаленных районов нашей страны.